Март месяц, евро-доллар. Баланс 419. Новости. В 17:00. Что мы видим? Мы видим снижение. И тут началась консолидация, встречные импульсы. Здесь мы видим некую зону накопления. Следовательно, что здесь может быть? Мы видим, что цена падает в эту зону. Цена падает в эту зону, в которой была консолидация. Ранее была попытка выйти в эту зону, расторговать ее. Я думаю, что здесь есть смысл купить. По той простой причине, что толпа смотрит продажу. Вот она уперлась в сопротивление, пробила и идет назад. Наверху 31 уровень. Слишком резко идет назад.
На что это похоже? Похоже на то, что будет продолжение падения. Это похоже на остановку. Отступили те, кто здесь покупал. Вот импульс, импульс, откат, импульс, импульс, откат. Это уже не импульс, это уже какая-то херня. Я бы здесь вышел. И купил. Что за новости? Какое-то производство чего-то непонятно. Я бы здесь купил. Сигнала четкого нет. Я залез в покупки. Тренд вниз. Купил я только по одной единственной причине, что вот это уже не похоже на приоритет силы медвежьей над бычьей. Вот это похоже, вот это похоже, а тут уже дергание. Вот здесь бы я тоже вышел и не стал больше думать, что да как. Четвертое марта, 10 часов евро. Что у нас есть? У нас есть падение раз, откат падения 2, но здесь появляется сильный бычий бар. Так. То есть быки решили дать медведям отпор. Соответственно, если цена пойдет в эту зону, то здесь есть смысл купить. Это похоже на падение. Похоже на падение.
Думаешь, это разворот уже? И пора покупать? Я думаю, что да. Пора покупать. Иначе потом будет поздно. Иначе потом будет поздно. Слегка обновили. Но я считаю, что нужно купить. Сейчас новости по евро. Что мы видим? Консолидация, пробой, консолидация. Бычьей силы тут не видно. Но здесь удержали. На часах там внутренние бары. Попытка импульса. Еще одна. И начала образовываться. Начала. Разворотная зона. Мне это напоминает то, что мы сейчас упадем. Явно кто-то этот уровень держит. Явно. Но с другой стороны, среднесрочно у нас есть бычий импульс, который мы так и не смогли пробить. Скорее всего, здесь идет накопление или распределение. Мы все-таки повалим вверх, наверное. Падение. Опять же в эту зону. Мощный импульс. Опять же в этой зоне разворот. Двойная вершина. По-моему, сейчас будет пробой. Да. Пробой зона. Это мы слишком долго готовились и так слабо пробили. Думаю, что мы либо пойдем сейчас вверх, либо хорошенечко упадем. Буду и рисковать. Пятое марта.
5 марта 10:17. Что у нас здесь? У нас здесь какое-то подобие консолидации и слабый рост, который-то и на рост особо не похож. Какая-то есть подобие сопротивления или зеркальный уровень. Что бы я здесь сделал? Я бы здесь скорее продал, чем купил. Скорее продал, чем купил. Почему? Потому что здесь вот она, вот сила. А здесь как-то все чересчур слабо. Вот он пробил сразу же вниз. Здесь есть бычий ответ. Здесь есть бычий ответ. Хочу продать. По какой причине? По той причине, что здесь явно шла борьба. Но не похоже это на сильное преобладание силы какой-то из сторон. Не похоже. Это похоже, что скоро будет лось. Очень похоже, что будет лось. Неглубокий откат после пробитого уровня. Признак продолжения. Сейчас выйдут новости. Пробой локального минимума, после чего следует ожидать роста. Новости Италии и Испании. 18 долларов. 17 часов доллар. Что это похоже? Это похоже на то, что мы упадем. Я так думаю. Но прелесть Форекса в том, что ему начхать то, что я думаю. Здесь нет преобладания силы бычьей, потому что слишком все за уши притянуто. Все-таки я рассчитываю на падение. Рассчитываю на падение.
падение я рассчитываю. На падение. Ну что-то... Как-то что-то очень слабовато. Это падение. Очень слабовато. Импульс раз, импульс два, импульс слабо. Обновляет минимум. Слабо обновляет минимум, значит, медведей пока нет или сил, или желания идти вниз. $25 пунктов. Но если мы не хотим идти вниз, то что? Пойдем вверх. Правильно? Правильно. И от того профита, который у меня был, останется только воспоминания. Или даже убыток. Шестое марта. 15-15. Нонфарма. Что у нас есть? У нас есть рост, разворотную зону. У нас есть явное отрицание цены. Вот здесь. И я думаю, что здесь есть смысл кинуть еще один sell. Если я правильно понимаю, то на этот раз падение должно быть сильнее предыдущего. Градация, откат, падение. Значит, это блеф. Это вот нездоровое проявление бычьей силы. Консолидация. Отскочили. Это вот куда получше. Это похоже на ложный пробой. Но ведь по этой формации мы должны упасть. Хорошенечко упасть. Я заработаю. На этом неплохо.
Что-то похожее на остановку падения. Один сел закроем, второй чуть-чуть подержим. Седьмое марта. 1,45. О, процентная ставка. 11, 14, 15. Да. Может быть, о новостях. И откатит назад. Что за херня такая? Счет перемотался. Надеюсь, что в новостях зацепит мой ордер. Надеюсь. Ха, не зацепила. Не зацепила.
Я пожадничал. Я пожадничал. Я пожадничал. Восьмое марта. 15:30. Так, что у нас есть? У нас есть рост, сильный рост на новостях, бычье поглощение, и падение. У нас есть новостной рост. Есть новостной рост. По-моему, там было... рост. По-моему, тут у нас пора продавать. Пора продавать. Но что-то я в этом сомневаюсь. Хотя все налицо. Вот она, консолидация, пробой, закрепление. Встречные импульсы. Все-таки, я думаю, стоит купить в этот раз по тренду. Купить по тренду. Что-то цена не особо хочет идти вверх. Как бы это смешно не звучало. Наверх она идти не особо желает. У нас есть импульс, откат в эту зону. Но роста я не наблюдаю. Скорее всего, тут нужно нам продать. Именно. Пока я сомневался. У меня в гости лось постучался.
Я правильно купил. Тренд купил. Ну дай бог, чтобы здесь мой сын оказался верным. Пока все складывается хорошо. Консолидация. Фондовая. Опачки. Вот здесь у нас уровень. Сейчас будут новости. Сейчас будут новости. Поступим таким образом. Закроем 2/3. И подождем, что будет дальше. Десятое марта, точнее 11. У нас сильное падение и явно видно консолидация видна. Тут явно было либо закрытие, либо открытие. Здесь, я думаю, уже стоит искать точку входа для шорта. Почему? Потому что у нас есть пробой. Мы здесь еще разок продал. Я бы здесь еще разок продал. Говорит, что это все. Новостей нет. Вероятность пойти вверх выше, чем вниз. Купить. Купить здесь.
Если я не ошибаюсь, то мы должны пойти вверх, потому что здесь начались встречные импульсы, то есть фиксация или накопление, не знаю, что там. Бычье поглощение. Консолидация. После слабой расторговки консолидация. Это не есть хорошо. Пробой. Вот. Этого я и ждал. Слабоватый рост. Время уже позднее. Думаю, что это все. Думаю, что это все. Больше рассчитывать не стоит. К сожалению, пока прервемся. Короткая пауза. И продолжим нашу торговлю. 12 марта. Новостей тоже нет. Что мы здесь видим? Мы здесь видим на новостях рост и падение. Видим консолидацию. Еще одну слабую расторговочку. Соответственно, здесь можно продать. Аккуратно продать. Или купить. Все-таки я думаю, что продать. Падение на торговку. И пин-бар. Я не верю, что мы будем расти. Я просто в это не верю.
Почему я хочу продать? Слабый рост. Заканчивается поданием, слабостью быков, падением. Сильный откат, что тоже сложно объяснить. Сильный откат глубокий — это не зачет медведям. Упали мы вот в эту консолидацию. Но все-таки мне кажется, что нужно продать из-за того, что у нас нет желания идти вверх. Нет желания идти вверх. Или мне просто это так кажется, что нет желания? Минимум подрастает. От них резкие отскоки. Вот они минимум растут. Треугольник. Пробой треугольника. Это с вероятностью 99% лось. Вот здесь я думаю, что стоит уже купить. Здесь очевидно было, что мы вернулись в эту зону и пошли вверх. Слабоватый рост. Еще один лось. Меня просто развели как последнего ложка. Ложка последнего. Здесь очевидно было. Вот он, бычий бар. Что продажи себя исчерпали. А покупать наверху надо было аккуратно и смотреть за первыми признаками слабости выходить. 14:30. Так, что у нас тут есть? У нас есть рост, откат. Эту зону растем, но слабовато мы растем. И сразу же сильно откатываем вниз.
Что я здесь вижу? Я вижу, что этим маневром мы пробили сопротивление и резко откатили назад. Этот откат закончился у нас попаданием, что подразумевает, что быки удержали уровень. И сейчас цена плавно идет вверх. Я думаю, что она как минимум дойдет до этой зоны. Как минимум дойдет до этой зоны. Удар, пауза, удар. Вот эта зона. Похоже, что дальше мы не пойдем. Дальше мы не пойдем. Неплохое безоткатное падение, да? Цена просто валится вниз. Цена просто валится вниз. До уровня 1.30. Того уровня, от которого она отскочила. 14.30. Что здесь? Держать здесь продажу или выйти? Я думаю, что стоит выйти. Безоткатное падение. Думаю, что за ним последует рост. Это я так думаю. На деле похоже, что будет пробой. Какие-то продажи. Какие-то продажи.
Что я могу сказать? Я крупно облажался. Почему я вышел? Ведь эта зона не дала нам сильного роста. Рост и откат. Рост. Слабая зона. Значит, вероятность ее пробоя выше, чем отскока. Экономический саммит 14:30, новости по доллару. Мотаем на утро. Что у нас здесь? У нас здесь бычий ответ, но он какой-то слабоватый. Я бы здесь продал. Дальше по тренду. Дальше по тренду продал бы. И цена сразу идет к моему стопу. Сразу идет к моему стопу. Не доходит там буквально сантиметра. Обновляет минимум. 14:30. На что это похоже? Мы падаем. Сразу же откатываемся вверх. Бары. Неопределенность. Пробой. Еще один пробой. Это похоже на разворот. Еще один пробой. Еще один пробой. Но как-то слабовато. Какие-то импульсы слабоватые. Я бы здесь вышел. И подождал чего-то внятного.
Я правильно прочитал намерение, но не использовал свой шанс. Еще раз убеждаюсь в мудрых словах. Знать не значит уметь. Знать не значит уметь. 15 марта. 14:30 и 16:00 без 5 минут. Что это напоминает мне? Это мне напоминает продолжение тренда вверх, но никак не разворот. Никак не разворот. Никак не разворот. Слишком мощный откат назад. Слишком мощный. Мне это не очень нравится. Очень мне это не нравится. Мы уже пришли в разворотную зону. Есть ли здесь потенциал еще к росту или нет уже потенциала к росту? Вот в чем вопрос. Это похоже на разворот? Похоже. Просто как
Смутные сомнения. Рост. Еще один рост. Породная зона. Другие новости. Да. Смутные сомнения оказались не зря смутными. Теперь, мне кажется, стоит продать. Думаю, что пора выйти. Думаю, что пора выйти. Что за новости? Поймешь, что за новости. По-моему, удерживают цену. Падение. Что это было? Что это было? На 17 марта. Еврогрупп митинг весь день. Честно говоря, после такого гэпа торговать особо желания нет. Торговать особого желания нет. Почему я хочу здесь кинуть бай? Считаю, что гэп мы должны хоть немного, но отработать вверх. Думаю, что хватит. 50 пунктов. Как казалось, я зря так думал. И, по-моему, мы сейчас пойдем еще выше.
Или я ошибаюсь? Консолидация, падение, консолидация. Да, скорее всего мы пойдем выше или ниже. Нет, все-таки думаю, что пойдем мы выше. Здесь, наверное, мы собрали кучу селов, и нам вниз идти резона нет. Надеюсь на продолжение движения вверх. Разворотная зона. Пробой. Откат. 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 Еще раз откат. И падение. Надо было раньше. Надо было раньше. $19 марта. 12 евро, 14.30 долларов. Так, что у нас есть? У нас есть рост, откат, рост, откат, рост, откат. Здесь у нас есть пин. Считаю, что вот это сильная зона сопротивления. Нам следует продавать. У нас есть вот раз, два, то есть вот раз, два, три. Поджимаются наверх. Вот она. Первая, вторая, третья. Разворотные точки. То есть ты думаешь, пойдем мы вверх? Да, я думаю, что пойдем мы вверх. Насчет далеко или нет, но вверх мы сходить должны, мне кажется. И вот этот самый момент. Захват стопов вверху, захват стопов внизу. И тут, я думаю, стоит кинуть нам бай. Посмотреть, что из этого выйдет. По-моему, здесь выйдет стоп-лосс, хотел сказать, но
Но видимо нет. 12 и 14, 30. У нас падение и резкий отскок. Еще раз. Еще раз. Что-то мы прямо тянемся к падению. Так и тянет нас вниз. Может, пора выйти от греха подальше. Герман Economic Sentiment. Экономика Германии. Что у нас здесь? У нас здесь есть консолидация. Роста минимумов. Тут есть захват стопов. Это все слишком запутано. Но я думаю, что рост должен быть. Но есть вероятность, что меня отступят каким-нибудь шпилем. Каким-нибудь шпилем меня отступят. А шпили здесь не маленькие. Ну что в итоге? В итоге мы падаем, да? Да. В итоге мы падаем. А здесь было видно, что вверх навряд ли нас пустят. Так что, увы, увы, увы. 20-е. Все новости после обеда американской сессии. Что у нас здесь? У нас здесь пробой и хороший ответ. Здесь, я думаю, есть смысл купить. Отстрел стопов тех, кто хотел продать. Двадцать 29 уровень. Провели. И какая-то слабость. Какая-то сразу же слабость у нас на бычьих барах. Да. Рост и рост сразу же. Новости поздно вечером. Обновили минимумы. Откатили вверх. Длинный шпиль. Откатили вниз. Идем вверх.
Здесь я думаю, что все. Думаю, что все. Слишком уж сильная агрессия со стороны медведей. По-моему, будет пробой. И держать открытой эту позицию дальше смысла нет. Импульс, импульс, импульс. Слишком я поспешил. Консолидация вверху. Признак пробоя уровня. Угу. Кто-то назревает. Явно против моего шорта. Кто-то назревает. Неглубокий откат от этих всех дерганий туда-сюда показывает практика торговли, говорит о том, что цена продолжит двигаться вверх. 21 марта. 10:30. Тут прямо весь день новостей. Что делать даже и не знаешь. Что там осталось? Еще полноценных больше недели. Да, я подразумеваю, что будет пробой моего стоп-лосса. Держимся. Боки сильны. Рост. Откат. Отскочили.
Рост. Отскочили. Отскочили еще раз. Ну где кульминация? Еще раз. Что это такое? Двадцать 22 марта. 11 часов евро. Вот что-то такое. Захват стопов. Мы валим вниз. И мы валим вниз. Сколько там новости? 11 часов. Думаю, что здесь нужно продать. И смотреть, как цена сходит до стоп-лосса. Потом пойдет уже вниз. Если пойдет вниз. Он с вами собирается идти. Так что это было? Накопление получается. Хм. Теперь ты решил купить, да? Пятый стоп-лосс.
Рост на Азии всегда ментабл. Двадцать 25 марта. 19:15 выступает Бernanke. Если это было накопление, то накопление достаточно мощное. Рост. Азиатский рост. И у нас есть отрицание. Раз, два, три. Я бы здесь закрыл этот бай и открыл. Все. Мы вернулись в разворотную зону. Что я здесь должен сделать? Закрыть позицию или перевернуться? Или не открывать? Не закрывать. Или ничего не закрывать? Или это просто развод? И мы продолжим дальше идти вверх. Посмотрим, что будет дальше. Мы сильно упали, мне кажется. Очень сильно. Думаю, что сделаю я таким образом. И посмотрим, что будет дальше. Да, вот здесь 22-го. Я, конечно, облажался по полной. Тут еще можно было сомневаться. Вот когда появилась вот эта конструкция, а затем вот эта конструкция, мои сомнения должны были бы испариться в мгновение ока. Но почему-то я упорно продавал. 14:30 и 16:00. Что мы видим? Мы видим падение с пробоем поддержки.
Но видно, что быки дважды пытались огрызнуться, и у них это получилось. Первая попытка, вторая, третья. Значит, здесь стоит ждать роста. Здесь стоит ждать роста вверх. Только вот непонятно, сейчас или откат будет. Кинем сейчас 1 бай, посмотрим, что из этого выйдет. Да, я явно поспешил. Кидать этот бай. Импульс, импульс, импульс. И все. И все как-то очень слабовато. Все бычьи попытки пресекаются на корню. Да, я тоже склоняюсь уже к продаже. Но терзают меня сомнения. Действительно, я думаю, пойдем вниз. Слишком уж резкие импульсы. Туда-сюда. Он цепляет вниз, тащит их вверх. Значит, пойдем мы все-таки вниз. Значит, все-таки мы пойдем вниз. Что, перемотаем, посмотрим на результат. Результата не будет. 27 марта. 12:30 евро, 16 долларов. Опять консолидация. Так, у нас тут отрицание и цена залипает на нижней границе. И теперь у нас слабенький пробой. После которого стоит ждать рост. Почему? Хороший вопрос. Почему?
Новости. Сейчас еще отметим 16:00. Посмотрим. В новостях может быть у нас сколько? Ждем новости на заборе. Побой. Новости по доллару. «28 марта, 14:30. Так что у нас? У нас падение. Еще одно падение. Что-то похожее на консолидацию. 14:30 тоже. Рост. 28 уровень, да? Да. Еще один рост. Падение. Падение на торговку. У нас якобы тренд наплевался, да? Но я думаю, здесь стоит кинуть бай из-за вот этой вот, из-за этого падания. Далеко этот бай. Пойдет. Будь быки сильны, ой, медведи, они этот уровень прошили, не заметив. А так началось бадание на уровне, то скорее всего мы от него пойдем вверх. Высоко вверх. Новости. Импульс. Отсюда импульс. Думаю, что стоит закрыть. Думаю, что стоит закрыть часть позиций. На эту часть посмотреть.
Нет. Слабость, слабость, слабость. 28, да? 28. Смотрим. Двадцать 29. Евро выходной в германском банке Holiday. Но этого и стоило ожидать, потому что вот здесь у нас была слабость. Что здесь может быть? Здесь, скорее всего, сильный уровень. И я бы здесь продал. Последняя, наверное, сделка. Если это не лось. Если это не лось. Что ж, закроем ее с убытком. 3 доллара. Вход-то верный, да? Верный. Очень даже верно. Потому что слабость. Укрываться убытком ее нет. Итак, пора нам закончить 1 апреля. Смотрим, что у нас по окну профита. Здесь у нас началось попадание после середины марта. А так в целом можно считать, что март более-менее было 400, стало 600. Почти 200 долларов. Неплохо. Здесь, я думаю, смотреть смысла нет, потому что все.